Если там нету пунктика этого, что против народа, не идите, бойкотируйте этот процесс. Но мы дадим последний шанс, когда если там пункт есть, что против народа, да? Но если они будут опять махина, мне так и написали, но они все равно будут спекулировать. Придут люди против, не против, все равно. Я говорю, это значит, все, они против себя будут. Это все на себя, это им приговор, говорю. Потому что шило в миске уже не утаишь. Вот когда тяжелые времена грянут, это ветер мои паруса. Все, мой путь расчистится. Силовики сами меня будут сопровождать. Лишь бы я дошел до Москвы, успокоил бы Россию. Это вам не застой, ребята, уже. Завтра, послезавтра в Кремле что будет, вы не знаете. А я знаю, там все рушится. Да вообще вы не узнаете скоро Россию. Изменение Конституции. Вот как вы лично относитесь к тем предложениям по ее изменению? Меня уже в WhatsApp спрашивают, я с утра эту дискуссию уже веду. Народ, пойти ли голосовать вот на это выборы? Я говорю, если там есть пункт против, тогда идите, дадим шанс последней лояльной власти. Если там нету пунктика этого, что против народ, не идите, бойкотируйте этот процесс. Но мы дадим последний шанс, когда если там пункт есть, что против народ, да? Но если они будут опять махина, мне так и написали, но они все равно будут спекулировать. Придут люди против, не против, все равно. Я говорю, это значит, все, они против себя будут. Это все на себя, это им приговор, говорю. Потому что шило в миске уже не утаишь. Все равно все узнают спекуляции ихние. И это еще более мощный взрыв будет. А зачем Путин решил менять Конституцию? Может, он думает, что ему это поможет? Он думает, что поможет, а мы думаем, что нет. Хоть он там царем вечным станет, уже все, ход истории не поменять. Султан Умыран, она ваша сторонница? Или как вообще? Вот, что... Султан Умыран не моя сторонница. Она своей головой идет, и она правильно сделала выбор. Что все, отреклась от депутатства. Все. Она поняла, что это все законы, все мероприятия антинародные. Ну, считается, что вот если бы она осталась, она бы имела полномочия депутата и могла бы хоть что-то... Нет. Каждый депутат так должен поступить, как она. И тогда все, накроются их мероприятия. Пусть все вот так бойкотируют сознательные депутаты. Вот и все. Она пример подает, молодец, в историю войдет. А вообще какие-либо изменения, чтобы улучшить Конституцию, требуются или нет? Конечно, кардинально надо поменять Конституцию. Высшая власть в России должна быть народное собрание. И ей должны подчиняться все государственные структуры, все государственные чиновники, начиная от президентов до последнего участкового учителя. Просто надо сделать так, конституционно, что народное собрание – это высшая власть в России. Вот это я чеченскую свою речь повторяю и буду повторять. И она не думайте, что вот кухарка будет сидеть каждый день и править государством, как нас за дураков принимают. Нет, это экстренный вид власти. Когда все нормально, все идет по закону, Конституции, пусть правит президент, парламент, конституционные суды, все работают для блага государства, чиновники правят нами нормально, все. Но когда опять вот как сейчас ситуация настанет, если бы по новой Конституции так и было бы, сейчас бы народное собрание собралось бы экстренно, и все, отменило бы все эти неправильные законы, законом сместило бы президента быстро голосованием. На один день собрались бы весь народ, сместили бы этого президента, нового выбрали бы. Вот так было бы, вот так и будет новая Россия. И все, больше не соберется. Если функционируют нормально выборы, президент нормально правит через честные выборы, народное собрание, народ не будет вмешиваться никогда. Хоть 1000 лет, если все, процесс нормально. Но когда экстренно опять вот такие случаи начнутся, опять собирай, это будет узаконено. И в законе будет сказано, что все силовые органы в этот период подчиняются народному собранию. И это мы тоже в Конституцию внесем. Вот такие вот грядут перемены. И этот пример по всей планете будет так. Вся вот эта сейчас история с коронавирусом, она на пользу происходящим изменениям? Или же она, может навредить нашей стране? Конечно, на пользу. Конечно, на пользу. Когда человек не хочет бороться за свободу, не хочет жить по Божьим законам, за него это будет делать природа и Бог. Вот это первое предупреждение нам от природы и Бога. Чего вы сидите, когда вас гнобят? Когда вас народ вообще превращен в рабов. Всей земли это касается, это не только у нас. Чего вы сидите, молчите? Все это первое предупреждение от Бога. Дальше будем так сидеть, молчать. Еще хуже катаклизмы будут. Но если мы сами судьбу свою в руки возьмем за свободу, никаких катаклизмов, никаких болезней не будет. Это просто предупреждение от Бога, от природы. Пока первое. Так что надо просыпаться, бороться за свою свободу и права. Это просто предупреждение.
Бог, природа говорит, зачем вы такие рабы нужны этой планете, этой вселенной? Будьте уничтожены. Все. То есть выбора нет. Конечно, конечно, надо действовать. За свои права, свободу бороться надо. И не только у нас, по всему миру. А вот то, что сейчас обрушились цены на нефть, это тоже? Это тоже предупреждение, это все предупреждение нам, человекам, людям, за то, что мы просто смотрим на зло и ничего не делаем. Пусть зло правит нами. Бог, природа скажет, нет, так не пойдет, ребята. Если вы будете так без дела сидеть, мы вас вместе с этим злом уничтожим. И сюда придут другие формы жизни, лучше нас. Вот смотрите, там очень тонкий момент в поправках касается государствообразующего народа, что Путин предлагает сделать государство образующим народом русских. Это вызывает у людей разные мнения. Ну, считается, что русские в своей стране живя не имеют собственной страны. Вот, а Путин, он хочет как бы укрепить положение русских, чтобы у русских была своя страна. То Якутия, страна якутов. Вот это и разжигает межнациональную рост. И это им шило в миске, это им дубина обратно вернется. Такая национальная межнациональная рост начнется из-за этих слов. Мама, не горюй, разделяй и властвуй. То есть вы думаете, они специально это делают, чтобы пока идет такой период, чтобы люди между собой начали... Конечно, между собой, между нациями, между собой, личностями разбираться. Они стали думать об экономике, а стали думать, что всем виноваты да. русские, а русские стали думать... Да. Это идет у них специальная программа сеять межнациональную рознь. В этом думают они спасение. Не спасутся они. Не спасутся. Вы видите, что народ мудрый, и он... Конечно, не поддастся. Для этого и существует мое движение, чтобы объяснять людям, что это такое. Не поддаваться на эти провокации межнациональные от власти, от простых людей. У них тоже агентов много, везде, среди журналистов. Все эти муссируют эти темы нарочно, стараются. Чтобы отвлечь народ от главной цели, изгнания демона, от моей главной темы. А вот предложение их внести в Конституцию упоминание Бога, оно вообще, на ваш взгляд, нужно? Нет, конечно, не нужно. Если даже и вносят, пусть вносят, Бог-то все видит, он такой гнев на них пошлет за то, что его имя используют сатанисты. А почему не нужно в Конституцию вносить упоминание Бога? Это лишнее получается? Упоминание Бога? Нормальная была бы страна, мононациональная, монорелигиозная, можно было бы. У нас многонациональная, многорелигиозная страна. И к тому же еще свободные люди тоже есть, которые ни в Бога, никого не верят. Это их право. Всех должны объединять Конституция. А для имени Бога есть святые книги, есть Писание, есть религиозные традиции, есть устные предания, и все они равны. Никто не должен возвеличиваться. Все равны. Религии, все воззрения равны перед Богом. То есть это может только раздор внести? Конечно. Кто-то не верит в Бога, кто-то в другого Бога верит. В Конституцию, если вносить, надо и так и сказать. Все религии, все верования равны перед Богом. И все. Точка. Никто не должен возвышаться. Вот смотрите, получается, депутаты, вчера наши депутаты совершили преступление. То есть так получается, если по Конституции именно они вчера приняли это требование, которое узаконивает то, что вот сегодня нарушает права и всех россиян, в том числе. Конечно, совершили преступление. И они ответят за это. Придут времена, когда светлые силы будут сильнее темных сил. Сейчас они, темные силы, сильнее нас. Нас унижают, нас бьют, даже убивают, не прощают нас. Но мы усилимся, темные и светлые силы, все равно мы будем, время придет, мы их сильнее будем, темноты. Но мы, как они, не будем поступать, не будем мстить, не будем унижать их, не будем их убивать, сажать в тюрьмы и так далее. Мы их простим, мстить не будем. А Егор Афанасьевич Борисов, сенатор наш, он сказал, что мы должны сейчас именно подтвердить Конституцию, чтобы наша страна не рухнула. Он так сказал, что мы должны именно, в том числе и понятие государственно образующий народ, это должны принять, чтобы сохранить как раз-таки якутскую нацию. Он так сказал, Егор Афанасьевич. Якутская нация сохранится только в самой себя, новой России, когда все нации, все народы будут равны. Равны? Ни русский, ни якут, ни бурят, так не будет сказано, образующий, как вы говорите. Там Конституция так и будет. Все нации, все народы равны перед Богом. Все, это будет внесено. Никто не будет «я образующий государство», так говорить не будет. Это только сеять. Все мы равны будем на своей земле родной.
Вот вы говорите о политических преобразованиях. А есть ли у вас понимание, какой должна быть экономика у нормальной страны, чтобы она развивалась? Свободной. Это также я в Чеченском собрании сказал. Это значит, и я в экономических вопросах не силен, я по-простому говорю. Финансовая должна быть реформа, Конституции тоже внесена. Вот когда мы преобразуем вот эту страну, эту всю отменить, все вот эти кредиты все отменить, это все несправедливо нажитые, все долги отменить всем. Вон там нужно обнуление, а не вон там обнуление. Все кредиты мы освободим, новую финансовую систему создадим, которая не будет ущемлять народ, никакие интересы. Для малоимущих вообще кредитов будут без процентов давать, который вот берет кредит и столько пусть отдает долг. Для малых предприятий, для малых крестьянских хозяйств тоже, тут тоже надо совсем маленький процент делать или вообще без процентов. Они пусть сами для себя работают, кормят свои. Для средних и крупных малых бизнес-структур, да, платят налоги, пусть кредиты им дают, но совсем минимальные, совсем цивилизованные, чтобы им не давить, чтобы им развиваться. Проценты совсем минимальные. Мы должны быть лучшими в мире в этом отношении. Вот такая банковская реформа предстоит. И это развитие бизнеса, развитие частной собственности. Это же всплеск. Это же наш народ же талантливый очень, да. И не один бюджет только будет смотреть. Ну что, образование, медицина, силовые органы. Вот и все будет бюджет. А все остальное будет свободное предпринимательство, бизнес расцветать. Тогда нам никакие кризисы не страшны. Кризис бьет только по бюджету. А вот как вам не страшно, потому что вы выкрутитесь, найдете деньги. А весь народ должен быть таким. Выкрутиться, найти деньги, выжить. А сейчас нас лишили этой возможности. 90% загнали в бюджет. 10% бизнес только остался, и то кое-как влачит существование. Так что это кризис нас, разрушит Россию. Разрушит. Но спасение экономики в поддержке предпринимательства. Конечно, поддержки предпринимательства, инициативы, свободный бизнес, справедливый свободный бизнес. И это только идет, продвигает прогресс. А то, что сейчас, как у вас судебные, вас преследуют органы, вот что сейчас происходит вообще? На какой стадии? Я не знаю в этих судебных и никаких делах, не разбираюсь. Я на тропе войны, я им сказал... Я здесь буду сидеть, никуда не совываться. Это я сам так решил с ними. Все, никуда пока не собираюсь. Пойду, говорю, после ИСЭХа. Все. После ИСЭХа меня уже ничего не выйдет. Никто меня не остановит уже. Поэтому их дело только проверять меня. Честно ли я держу слово или нет. Каждый день просто проверяют. Дома? Дома. Все, нормально. Вот и все. По поводу диагноза вашего они как смогли доказать или нет? Не знаю, я в эти дела не влезаю. Пусть доказывают, не доказывают, но я отсюда уже не шагну никуда. Я им сказал, если даже меня куда-нибудь попробуете увезти, вы пойдете по моей вере. Я буду носить меч, нож. Попробуйте меня унести, говорю. Да, хоть куда, хоть. Я в суд так пойду. Я на медэкспертизу так пойду. Я вам сражусь с вами. И все, точка. Я здесь сижу. Вот мои слова. Ну, то есть, так что кто принял мою веру? Я остался при своей вере. Отряд, как сейчас обстоят дела у отряда? Отряд живет по домам, работает, ждет моей команды. А вот, кстати, Дед Мороз куда-то пропал. А куда? Он в Тюмени, он там писательством занимается. Последнее его выступление было же, книгу пишет. Да? Просто он творческий человек, не будет ни трубку не брать, ни общаться. Озарение наступит, он там пишет. Когда напишет что-нибудь такое, выступит по Ютубу. Да? Он не пропал, он в творческих, как говорится, работах.